Около 5000 молодых людей призывного возраста проживают на территории Назрановского района, но в весенний призывной наряд отберется намного меньше. Готовиться к призывной кампании в Назрановском военном комиссариате начали еще в феврале. Вручили повестки, изучили личные дела и по необходимости провели беседы с призывником. У нас, как по графику запланировано на сегодняшний день, первая отправка у нас 10 апреля. Команда в сборе укомплектована полностью. И направляются военно-космические войска, именно в Волгоград направляется, есть направление в Ростов. Ингушские новобранцы пополнят военно-космические, воздушно-десантные, сухопутные и преимущественно войска Национальной гвардии. Да и география отправок новобранцев на места несения службы самая разная. Большинство всех хотят военно-космические войска, вроде элитные, поэтому, скорее всего, для будущего. И есть направление ВНГ. ВНГ тоже в Росгвардии есть желающих очень много. Есть и уклонисты, которые игнорируют свою обязанность, скрываясь от представителей военного учетного стола. С такими лицами военкомат проводит другую работу. Уклонистов порядков немало, скажем так. Есть те, которые отказываются от получения повестки, но на сегодняшний день у нас только начало призыва. Скорее всего, вот эта картина вылезет в середине мая. Тогда мы автоматически будем направлять материалы на них на Следственный комитет, провести там прокурорскую проверку, направим в прокуратуру, чтобы проверить факты. И тем самым будем оформлять приводы на всех. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова еще перед стартом призывной кампании с населением проводились встречи в разъяснительных целях с привлечением духовенства и общественных организаций. На сходах говорилось о необходимости исполнения гражданами призывного возраста воинской обязанности. На моем опыте, это было недавно, что люди сами пришли после этого мероприятия, устроились в высшее военное учебное заведение. Училище устроились. Вот даже есть плоды, есть уже, люди поняли, это необходимо. Поэтому нам на сегодняшний день, я думаю, чаще надо провести мероприятия, чаще надо доводить до родителей, потому что препятствуют только родители. Ребята сами хотят служить, они сами понимают, что это необходимо. В военном комиссариате подчеркивают преимущество потенциальных новобранцев с водительскими правами. В армии они на расхват, а те, у кого их нет, могут получить в ДОСААФ, где на обучение водителя не требуется оплатить госпошлину, и в принципе вся материально-техническая база позволяет выпустить водителя необходимой категории бесплатно. Адам Мережков, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.